Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейпшара. Сегодня в программе. Более 100 тонн мандаринов готовятся к отправке жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В республике фиксируется рост заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ. С чем это связано и как обезопасить себя от болезни? Почти все жители дома номер 35 по улице Демерджипа в Гагре, пострадавшие от пожара, обеспечены жильем. В Гагре прошло памятное мероприятие, посвященное 99-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Рождена Барцец. В Абхазии готовится отправка гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В сборе гуманитарной помощи принимали участие жители всех районов республики, благодаря чему собрано 100 тонн мандаринов. Совсем скоро ароматные оранжевые плоды будут доставлены к месту назначения. По поручению президента Аслана Абжани гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей готовится к отправке к месту назначения. Как известно, для многих мандарины ассоциируются с Новым годом, и абхазские цитрусы хоть немного порадуют тех, кто сейчас переживает нелегкие времена. Практически со всех районов собранные мандарины везут в пункты сбора, где цитрусы сортируют для их дальнейшей отправки. По поручению президента Аслана Георгиевича Абжани мы провели подготовку, провели приемку. Более 100 тонн планируется отгрузить. Провели фасовку, упаковку, все подготовили и уже все готово к отгрузке. Очень много было инициативных групп, фермеров, крестьян, кто передавали свою продукцию. Всем большое спасибо. Гуманитарный груз для жителей Донбасса отправят на 4 грузовых машинах вместимостью по 25 тонн каждая. По запросу МЧС Абхазии машины были предоставлены МЧС России. В сортировке и формировании груза активное участие принимают волонтеры общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Сейчас также работают волонтерские центры «Молодой гвардии», которые находятся в Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Мы также постоянно с ними контактируем и взаимодействуем с ними. Вчера мы приехали из города Сочи в Абхазию. Нас приехало 4 человека. Мы помогаем разгружать мандарины. Около 100 тонн мы уже разгрузили. То есть в дальнейшем сейчас помогаем. Сейчас также у нас идет работа здесь. Думаю, мы справимся с этой работой и отправим уже благополучный груз. Напомним, что ранее президент Аслан Абжани провел встречу с представителями бизнес-сообщества, где обсуждался вопрос организации гуманитарного груза. Глава государства призвал предпринимателей Абхазии активно принять участие в оказании гуманитарной помощи. Стоит отметить, что многие жители Абхазии заявили желание принять участие в новогодней гуманитарной акции в помощь детям новых российских регионов. Они приняли решение собрать мандарины со своих участков и отправить их в подарок к Новому году. Алика Трапша, Адиса Сагария, Михаил Братухин, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. В уходящем году государство выполнило все обязательства по бюджетным ассигнованиям, направленным на реализацию ведомственных целевых программ в области здравоохранения, социальной политики, образования, культуры и другим. Об этом проинформировал премьер-министр Александр Ангваб, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Вице-премьер также рассказал об исполнении бюджетных обязательств государства и поручения Аслана Абжани по финансированию отдельных мероприятий в текущем году. Так, за счет собственных средств республиканского бюджета с начала года на ремонт и реконструкцию 28 объектов направлено 138 миллионов рублей. Из резервного фонда правительства финансируются работы на 32 объектах социально-культурного назначения на сумму 60 миллионов рублей. За счет средств резервного фонда президента финансируются ремонтно-восстановительные работы еще на 47 объектах, включая объекты, пострадавшие в результате стихийных бедствий, на общую сумму 132 миллиона рублей. По поручению президента на ликвидацию последствий стихийных бедствий направлено 283 миллиона рублей, в том числе на оказание материальной помощи гражданам, имущество которых пострадало от стихии.
Более 218 миллионов рублей направлено на оказание помощи более 1900 гражданам. Это обучение, лечение, оказание адресной материальной помощи. В течение года за счет собственных средств республиканского бюджета на ремонтно-восстановительные работы на объектах местного значения и финансовую поддержку бюджетам районов и города Сухума был направлен 1 миллиард 783 миллиона рублей. Особое внимание Владимир Долба обратил на исполнение программы «Жилище-22», в рамках которой осуществлена выплата 38,5 миллиона рублей 49 соискателям. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул важность своевременного и полного исполнения бюджетных обязательств государства и передал поручение президента страны осуществить все оставшиеся выплаты до истечения текущего финансового года. В республике фиксируется рост заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ. Все больше людей обращаются в медучреждения с жалобами на высокую температуру и другими сопутствующими симптомами. С чем связан всплеск заболеваемости и как обезопасить себя от болезни, выясняла Лаура Капш. Грипп – гость хоть и незваный, но привычный. Мы сталкиваемся с этим далеко не безобидным заболеванием ежегодно. С наступлением зимы риск заболеть простудными инфекционными заболеваниями увеличивается. Температура, слабость, тошнота – с такими признаками недуга обращаются в последнее время жители страны в медицинские учреждения. У многих фиксируются острые респираторные заболевания. Стоит отметить, что в этом году заболеваемость гриппом началась раньше, чем в предыдущие годы. В осенне-зимний период в Абхазии, как и в других странах, возрастает количество заболеваний респираторного тракта. То есть в этом году раньше, чем в другие годы, у нас действительно стал диагностироваться грипп. Грипп типа А. На сегодня лабораторными исследованиями подтверждено 178 случаев гриппа А. Из них за прошедшие сутки 15. Из всех этих 178 84 человека – это дети. Анализы на грипп выполняет не только центральная лаборатория, на сегодня уже выполняет лаборатория ПЦР города Гагра. И с понедельника будут такие анализы выполняться в городе Очамчира. Вакцинация по гриппу уже закончена. В этом году было закуплено 3000 доз вакцины, и все они были использованы. Почему закупалось так мало? Потому что в прошлые годы, когда закупалось 10 и более тысяч вакцин, использовалось не более половины. К сожалению, наше население очень настороженно относится к вакцинации против гриппа, хотя она дает хороший эффект. И те люди, которые говорят, что вот вакцину сделали, но все равно заболели, они заболевали не гриппом. Кроме гриппа, повторяю, существует еще очень большой класс респираторных вирусных инфекций. Больных с ОРЗ в этом году стало больше, чем в прошлом, отмечает участковый терапевт Сухумской городской поликлиники Лариса Чкадуа. В день приходят по 3-5 человек. Помимо этого, очень много звонков и вызовов на дом. Больных стало больше, они приходят с температурой, с кашлем, боли в горле в основном идут, насморк. Проводим им что? Анализы, лечим. На рентгене в основном идут это острые бронхиты, то есть там усиление прикорневого рисунка идет. Ну, как вам сказать, больные бывают разные. Есть, у которых легко проходит. Значит, это просто простое ОРЗ. У других нет, тяжело проходит. Значит, более такое углубленное лечение, там уже применяются антибиотики. Ну, смотрим по ситуации, какой больной. В городской детской поликлинике тоже наблюдается рост больных сезонным гриппом. Но если сравнивать с прошлым годом, то показатели не сильно отличаются. Ну, сейчас идет сезонный рост ОРВИ, гриппа. Сейчас увеличились у нас обращения по поводу высокой температуры с кашлем. Деток мы осматриваем здесь у нас в поликлинике, делаем выезды на дом, если это необходимо. Вызовы делают городским, те, кто проживают в черте города. Симптомы общие, катаральные явления, кашель, насморк, заложенность носа, повышенная температура, иногда даже до фебрильных цифр, высокие цифры, иногда бывают до 39, до 40, слабость резко выраженная, усталость, отсутствие аппетита.
В условиях поликлиники маленьким пациентам оказывается вся необходимая помощь. Врачи проводят полный осмотр ребенка. Что касается прививок, то здесь все проводится в штатном режиме. Профилактика гриппа очень схожа с профилактикой коронавирусной инфекции. То есть это и социальная дистанция, и маски для людей, которые имеют какие-то тяжелые сопутствующие заболевания, да, которые очень боятся заболеть. Им хорошо было бы носить маски. Это и обработка рук, частое мытье рук, обработка санитайзером в случае, если невозможно помыть руки. И опять-таки не посещение каких-то массовых мероприятий. А если уж доводится их посещать, то либо одеваем масочку, либо, по крайней мере, стараемся удержать социальную дистанцию. А что касается ковида, он есть и никуда не делся. По словам специалистов, сейчас ему приходится конкурировать с вирусом гриппа и другими вирусами, вызывающими ОРВИ. Лаура Капш, Камила Джопу, Абхазское телевидение. Завершился конкурс на замещение вакантной должности начальника управления по связям со средствами массовой информации администрации президента. Журналиста пресс-службы управления по связям со средствами массовой информации и старшего референта сектора государственного контроля Государственно-правового управления администрации президента. Как сообщает пресс-служба главы государства, данные претендентов на вакантные должности направлены в конкурсную комиссию для оценки их профессионального уровня. Сотрудниками наркоконтроля Министерства внутренних дел выявлена очередная преступная схема распространения наркотического средства на территории Абхазии. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками УКОН МВД в результате проведения комплекса оперативных и оперативно-технических мероприятий. Задержаны 2 граждан. Пакандюк Владимир Владимирович, 1993 года рождения, житель города Сочи, попал в разработку наркоконтроля Абхазии и был задержан с поличным после перехода государственной границы сотрудниками УКОН МВД совместно с СОУР ОВД по Гудаутскому району. При личном досмотре у мужчины изъято наркотическое средство, плотно упакованное в красный заизолированный сверток. Как этот сверток оказался у вас? В Адлере тайной закладкой я забрал, поднял. А потом везли на территорию Республики Абхазия, да? Согласно данным проведенной экспертизы, изъятое при личном досмотре гражданина Пакандюк вещество является сильнодействующим наркотическим средством метадон весом 91,206 грамм. Также мужчина перевозил с собой в ручной кладе электронные весы, фасовочные пакеты и упаковочный материал. В барсетке сотрудники милиции изъяли блистер с остатками капсул запрещенного психотропного вещества прегабалин. Поясните, пожалуйста, вот вы с собой имеете электронные весы, фасовочные пакеты, изолента. Это вам для чего нужно? Для фасовки, расклада, закладок. И это не первый заезд наркосбытчика в нашу страну. Оперативным путем установлено, что задержанный, вступив в преступный сговор с лицом под псевдонимом Ликуся, по указанным координатам геолокации незаконно приобрел наркотическое средство, которое в последующем сбыл путем тайных закладок. Ранее сделанные так называемые тайные закладки сотрудниками УКОН МВД изъяты в ходе проверки местности на территории набережной в городе Гагра, а также в парке Ленина в Гудауте. Всего было обнаружено скрытых 6 мест с идентичными свертками, из которых в совокупности изъято 2,55 грамм наркотика. И это метадон, закладки, сделанные гражданином Пакандюк. За свою преступную деятельность он должен был получить денежное вознаграждение по 1000 рублей за каждый сбытый сверток. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного сотрудниками УКОН МВД было установлено, что гражданин должен вступить в контакт на территории Республики Абхазия с неизвестным лицом с целью получения партии наркотического средства для последующего распространения. В результате реализации комплекса разработанных оперативных мер так называемый курьер был установлен и незамедлительно задержан. Им оказалась гражданка Азербайджана Мамадова Роза Ашраф КЗ, 1976 года рождения, временно проживающая в городе Гагра. При личном досмотре у женщины изъят хранимый в нижнем белье заизолированный сверток. Экспертизой установлено, что содержимое в нем вещество составило порядка 105 грамм наркотического средства метадон. За сбыт данного объема оптом, как пояснила задержанная, она должна была получить денежную сумму в размере $500.
Реализуя оперативные данные уже в отношении задержанной гражданки Мамадовой, сотрудниками ОКОН установлена ее причастность к распространению наркотического средства в городе Гагра. Последнее действие совместным преступным умыслом с третьим лицом, имя которого в интересах следствия пока не разглашается, осуществило незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере путем осуществления тайных закладок. В ходе исследования участков местности по установленным адресам в районе Гагрского Приморского парка сотрудниками милиции в общей сложности было обнаружено 4 готовых к реализации свертка с аналогичным наркотическим веществом. Масса изъятого составила 1,671 тысячная грамм. Таким образом, сотрудниками наркоконтроля МВД выявлена очередная преступная схема распространения наркотического средства на территории Абхазии. Задержаны непосредственные фигуранты. Изъято в совокупности более 200 грамм сильнодействующего наркотика метадон, как уже подготовленные к продаже расфасовки, так и оптовые партии. На сегодняшний день следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Гражданину Пакандюк вменяется 2 эпизода преступных действий по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере и факт незаконного ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства в особо крупном размере и психотропного вещества. Также в деяниях данного гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 через часть 3 статьи 29 Уголовного кодекса, то есть покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере. В отношении Розы Мамадовой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом В частью 3 и пунктами А, В части 2 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Последней инкриминируется 2 факта незаконного оборота наркотических средств, совершенных в группе лиц по предварительному сговору. Приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере и аналогичное преступление, совершенное в крупном размере. Расследование проводит Следственное управление МВД Абхазии. Еще один материал пресс-службы МВД. Министр Вальтер Будба обсудил с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства вопросы криминогенной обстановки, обеспечения безопасности и правопорядка, особенно в предпраздничные и праздничные дни. Министр Вальтер Будба 16 декабря провел рабочее совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства. На совещании обсуждались вопросы криминогенной обстановки в республике, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в стране. Повышенное внимание Вальтер Будба поручил уделить приближающимся новогодним праздникам и сопровождающим их корпоративным мероприятиям. Хотел бы обратить ваше внимание, сейчас пойдут корпоративы у всех практически ресторанов. Все заведения будут отмечать Новый год предварительно. Значит, что от ГАИ хотелось бы увидеть? Не ловить их после того, как сели в машину. Нам не нужно в погоню за показателем, а в погоню за предотвращением. Значит, прям сразу предупреждаем людей, чтобы они не садились за руль в нетрезвом состоянии. Там вызвали такси, вызвали друзей, товарищей трезвых и выезжали с ресторанов домой, чтобы не омрачили новогодние праздники. Министр обозначил ответственным лицам направление в предупредительно-профилактической работе по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране. Особый акцент Вальтер Будба сделал на ситуацию в области дорожной безопасности с учетом наступающих выходных. У нас, я так понимаю, на эти выходные 6 свадеб. Это только в городе Сухом. В городе Сухом. Что я хотел бы сказать? Вот мы настраиваемся под выходные, выстраиваемся, но у нас сейчас пойдут практически такие же свадьбы, это корпоративы. Это и будний день. Сейчас будет нагрузка большая. Я хотел бы, чтобы силы и средства грамотно были использованы, чтобы не оголяли никакой рубеж. В последнее время сотрудники ГАИ выявляют случаи вождения автомобиля несовершеннолетними лицами. Усилить контроль в этой части поручено начальнику госавтоинспекции Баталу Агарба. Сейчас начнутся вот эти несовершеннолетние за руль будут пытаться сесть. Батал Валерьевич, обратите особое внимание на это. Значит, несовершеннолетний за рулем, машину, и его доставляем в УВД, вызываем родителей и проводим профилактическую беседу. Но также у нас никто не отменял штраф за передачу руля несовершеннолетним.
Продолжая тему работы ГАИ, министр назвал неудовлетворительными показатели уголовного розыска, основываясь на результатах рейдовых профилактических мероприятий. У нас показатели дают, вот УКОН заступил, он дал там оружие. То есть я хочу сказать, что УКОН достаточно эффективно работает. На рейдовых мероприятиях не просто так стоят. А вот уголовный розыск у нас, хотя он больше должен в этом приносить копилку, но ничего нет, толка. Я уже один раз замечание делал. Скажите, пожалуйста, личному составу, сидеть в центральном аппарате и с таким низким КПД – это недопустимо. Касаясь темы расследования уголовных дел, министр Будба отметил, что сотрудники должны обеспечить оперативное сопровождение дела вплоть до его отправки в суд, повысить взаимодействие оперативного и следственного подразделений. Такую задачу поставил министр сотрудникам. Вы должны знать, что по вашему материалу будет делать следователь каждый день. Это должен быть совместный труд. Организуйте взаимодействие со следственным подразделением. В преддверии новогодних праздников спрос на петарды, фейерверки и салюты стремительно растет. Министр Вальтер Будба поручил проверить торговые точки, особое внимание уделить системе противопожарной безопасности и условиям, в которых хранится продукция. Кроме того, глава МВД поручил проверить подлинность всех документов, в том числе и сертификатов от производителей. Ведь некачественная пиротехника может не просто испортить праздник, но и причинить серьезные увечья. Посмотрите, там очень много продукции некачественного. Посмотрите, что сертифицировано, что нет. Я сейчас не говорю о том, чтобы повально там и отбирать у предпринимателей это все. Но упорядочьте это все. Потому что там много китайского приходит. Наши дети будут страдать. Тема вырубки ели особенно актуальна в конце года. Во исполнение постановления Кабинета министров от 30 ноября о запрете заготовки на территории Республики Абхазия ели и пихты для проведения новогодних праздников и ввозе из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы, глава МВД поручил усилить контроль в этой сфере. Что по елкам у нас? Результаты какие? Нет елок, да? А? Нет. Не нет елок, а нет работы. 4 часа круглосуточно стояние, товарищ министр. Стоять не надо, работать надо. Работает. Елки тоже стоят. Слушайте, вот сотрудники ГАИ, вы останавливаете газели, там закрытые, досматриваете. Сергеевич, начинается перевозка ели, это уже ближе к Новому году, дней за 5, за 10, потому что они же портятся, их начинают вырезать в горных участках. И мы усилим работу в этом направлении. В этом вопросе сотрудникам поручено действовать на опережение. Представители Управления экономической безопасности уже несут круглосуточную службу на въезде в Ритинский реликтовый национальный парк. Аналогичные группы выставлены на въезде в Кудорское ущелье. В ходе совещания также затронули тему выявления поддельных водительских удостоверений. Министрам даны указания усилить работу по выявлению фактов подложных документов. Также поручено продолжить работу по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, поднять показатели оперативно-розыскной деятельности по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от следствия суда, повысить раскрываемость преступлений, направленных против личности, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в частности, хранение, распространение и ввоз на территорию Абхазии таковых. В апреле этого года в Гагре по улице Демерджипа сгорел многоквартирный дом. 11 семей остались без крыши над головой и имущества. Тогда их расселили в гостинице и оказали материальную помощь. Для решения вопроса обеспечения погорельцев жильем была создана специальная комиссия. Руководство районной администрации не осталось в стороне и все это время активно занимается решением проблемы. Гугуца Вардания продолжит тему. Обломки рам, кирпичей, сожженные вещи, щепки, груда металла – это все, что осталось от двухэтажного многоквартирного дома по улице Демерджипа в Гагре. Злата Симонова показывает, как сейчас выглядит место, в котором она прожила почти 40 лет. Эти снимки запечатлены сразу после пожара. Это все, что осталось, да? Да, это все, что осталось. Он горел даже больше недели, этот дом.
Жители дома номер 35 по улице Демирджипа рассказывают, что был обычный рабочий апрельский день. Практически все они были на работе, за исключением нескольких человек. Дома осталась мама Карины Калайджан, которая жила в соседнем подъезде. По дороге на работу Карина увидела, что ее дом горит. Спасла маму, документы, все, что успела. Я бегом на второй этаж через крышу залезла в окно. Успела достать свои документы, потому что пожар уже пошел на мою сторону. И я никак не могла дойти до других комнат. Я достала то, что смогла, документы, детские вещи. И так как телевизор рядом стоял, я захватила и телевизор. Хотела залезть второй раз. Второй раз хотела залезть, но уже пожарная приехала, уже меня не пустили, потому что я там надышалась дыма. И мне было очень трудно. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Несколько человек находились на тот момент в доме, но успели выбраться. Несмотря на усилия пожарных, дом сгорел буквально за считанные минуты. Причиной послужило замыкание в сетях. 26 апреля в 12 часов 07 минут начался пожар. Я была на работе, в школе. Мне позвонили, сказали, что горит дом. Ровно за 7 минут я доехала на такси, но дома уже не было. Моей квартиры уже не было. На место сразу же прибыли представители Гагарской администрации. В этот же день пострадавших временно заселили в гостиницу. Также сразу от руководства страны им выделили по 50 тысяч рублей. По поручению руководителя Гагарской администрации Юрия Хагуш была создана комиссия по решению жилищного вопроса погорельцев, в которую вошли представители городского собрания. Комиссию возглавила замглавы Хана Гунба. Помогли многим семьям. Пострадавшим предложили выделить материальную помощь с тем условием, что деньги будут потрачены на приобретение жилья. Если подводить итоги работы нашей комиссии, то на сегодняшний день я могу сказать, что вопрос с семьями нами решен. Решение разное. Было заявление со стороны матери-одиночки с 2 детьми. Государство, мы ей купили квартиру в поселке Ипнаре, 2-комнатную квартиру, в которой жить можно, которая сегодня в ремонте не нуждается. У нас были обращения с просьбой оказать содействие в оформлении участков, в последующем для строительства небольшого дома. Депутаты районного собрания помогли оформить их земельные участки, а дальше мы уже выделили им материальные средства для строительства дома в будущем. Были такие обращения, у кого-то уже есть в поселке Алахадзе участок, которые также обратились с просьбой построить там дом на строительные материалы. Это заявление мы тоже удовлетворили. Есть пожилая женщина, которая переехала жить к своей дочери, но нуждается в улучшении жилищных условий, чье заявление мы также одобрили. Вот таким путем, разными методами решения, на основании поданных заявлений, рассмотренных комиссионно, мы одобрили 7 заявлений, 7 жилищных вопросов мы закрыли. Всего пострадали 11 семей. На сегодняшний день проблема обеспечения жильем 7 из них решена. Однако не все согласны на предлагаемые им варианты. Поэтому их жилищный вопрос решается медленнее. У нас есть еще 4 семьи, с кем вопрос еще не решен. Среди них 3 готовы принять наши предложения, но есть семья, которая на наше предложение предоставить им 2-комнатную квартиру, которая сегодня не нуждается в ремонте, с учетом того, что в семье есть пожилой человек и нужно предусмотреть невысокий этаж, нами был предложен 3-й, но они отказались. Дом по улице Демирджипа был очень старым и ветхим, а условия проживания оставляли желать лучшего. Здание было в ведомстве КБРЦ. На его ремонт нужны были большие средства, которыми реабилитационный центр не располагал. Злата Симонова сейчас живет в поселке Бзыбь и новым жильем довольна. Сейчас администрация, спасибо ей огромное, выделила мне квартиру на Ипнаре. Я очень довольна. Очень. Квартира какая? Квартира 2-комнатная с огромной лоджией. Слава богу, там мы еле ютились, потому что у нас дом был барачного типа. И там невозможно было для проживания жить. Никто из пострадавших жильцов дома по улице Демирджипа не остался без крыши над головой. Кому-то помогли построить новое жилье, а кому-то выделили деньги на ремонт уже имеющегося.
Я сейчас живу в поселке Псахара. У меня там есть свой небольшой домик. Моя мама тоже со мной. Администрация вот немножко помогла денежкой, потому что у меня дом находится как говорится, в ремонте. Хоть кое-что сделали, ремонт, хоть моя мама живет сейчас более-менее нормально. Она сейчас ей 80 лет. У нее давление, у нее ноги, она не может ходить. Получили денежку, вот спасибо большое. Сейчас у нас идет ремонт, работает бригада, так что мы очень благодарны. Мне дали кусок земли, я так захотел лично кусок земли, и дали, выделили средства на строительство дома. Вот. Все это при поддержке местных. Да, это все благодаря им, конечно. Больше хочу очень сильно поблагодарить, на самом деле, главу администрации, всех депутатов, которые на самом деле непосредственно стояли рядом, занимались с нами. Вот. Данный дом хоть и не находился на балансе администрации, но они жители нашего района, и одновременно много семей остались без крыши над головой, и оставить их наедине с их проблемой мы не имеем права. В работе нашей комиссии очень высокую активность проявили наши депутаты. Это Рауль Запшба, это борцы Сахара, которые проделали большую работу в решении данного вопроса. Вопрос обеспечения остальных 4 семей жильем решается комиссией. Гугу Цавардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Абиги наградили победителей международного конкурса на знание русской и абхазской словесности, в котором приняли участие школьники и студенты вузов Абхазии и России. Проект реализован в рамках сотрудничества АГУ и Абиги с Северокавказским федеральным университетом. Эсма Гуланзе расскажет подробности. В течение 2 месяцев конкурсная комиссия рассмотрела более 500 творческих проектов и эссе. В них школьники и студенты предлагали свои варианты сказочных сюжетов, основанных на абхазской и русской фольклорной традиции. Конкурс завершился торжественной церемонией награждения. Действительно, организовать в наших условиях, привлечь внимание молодежи достаточно сложно, потому что мы сами проводим много мероприятий. И завлечь внимание молодежи – это действительно задача не из легких, поэтому я вас благодарю за активное участие в этом мероприятии. Поздравляю всех, кто победил, а кто принял участие, для них это новый опыт. Поэтому только вперед. Конкурс прошел в рамках сотрудничества АГУ и Абиги с Северокавказским федеральным университетом. Цель проекта – сохранение и развитие культурного потенциала молодежи, приумножение традиций и духовных ценностей. دارت ذكرات أنا كنت ويايت صلبرا دارت ذكرات أنا كنت شرشخا على رخنا يعير خيجس حرحزة باخر دودزة حنا تولزجة شراء أبصو فلكلور أورس آجا أبصو جا يبزيني الشيف دروا شكر غورا شلشيت حرحزة بغدور وي باخر درو ينابزا لاجي خنوب كلايت صلبرا جا. Отмечалось, что работы были интересные и самобытные. Конкурсанты даже попробовали создать капсулу времени для будущих поколений. В нее они включили абхазские и русские сказки, пословицы и поговорки, которые хранят базовые ценности народа. Когда вы стали присылать работы, мы этому обрадовались. Мы поняли, что вам это интересно, что то, что вы пишете, а ваши работы, они интересны, потому что вы пишете то, что вы думаете, то, что вы сами знаете. Может быть, из вас вырастут большие писатели, может быть, из вас вырастут очень хорошие поэты, может быть, вы станете учеными. Но самое главное, чтобы вы принесли пользу своей земле, вы принесли пользу тем людям, с которыми вы живете. Поэтому, вне зависимости от того, какое место вы займете, вне зависимости от того, какой приз вы получите, вы все уже победили. Все участники получили сертификаты, а победители – дипломы, денежные призы и памятные подарки. Кроме того, за подготовку конкурсантов преподаватели получили благодарственные письма. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 15 декабря в Гагре прошло памятное мероприятие, посвященное 99-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Раждена Барцыц. Мероприятие было организовано Государственным музеем боевой славы имени Арзанба совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии. Репортаж Азины Ханагуа.
Памятное мероприятие, посвященное герою Советского Союза Раждена Барцыц, началось с возложения цветов к могиле воина, его супруги Валентины Джопуа и их сына Михаила Барцыц в селе Псахара Гагарского района. Затем состоялось возложение цветов к бюсту героя. Память Раждена Барцыц почтили работники Государственного музея боевой славы имени Владислава Арзенба, представители районной администрации, а также дочери героя Жанна и Светлана Барцыц. Дочери поделились воспоминаниями об отце. Они рассказали, что самым любимым праздником Раждена Михайловича был праздник Дня Победы, и к нему он всегда готовился особенно. Да, День Победы, он не старался, а его приглашали однополчане в Керчь, Севастополь, Крым. Он всегда ездил туда и встречался с однополчанами. Летом приезжали они к нам. То есть это был его любимый праздник, его любимая песня «День Победы». Это просто он очень любил и всегда вспоминал своих однополчан с такой теплотой. Он помнил каждого своего матроса и при каких обстоятельствах он погиб на катере. Он все это так рассказывал красочно. Жанна Барцыц отметила, что основой фильма «Отец солдата» является история, рассказанная Ражденом Барцыц одному из режиссеров этого фильма. Его отец, узнав, что его ранили, поехал за ним. Сначала он поехал в Грузию, там где-то в Батуми или где-то он был в госпитале. Поехал он туда, не зная русского языка нормально. Там ему сказали, что уже его отправили в часть. И он поехал в Керчь для того, чтобы его найти. И вот это явилось прототипом «Отца солдата», а потом сделали вот этот фильм. Ражден Барцыц особо отличился в декабре 1943 года при форсировании Керченского пролива и в боях по удержанию плацдарма на Керченском полуострове. В составе отряда высадочных средств он вместе со старшиной Буровым под огнем противника сумел исправить поврежденный тендер и с наступлением темноты, сняв с берега раненых бойцов, благополучно доставил их на базу. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм краснофлотцу Раждену Барцыц было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Вернувшись на родину, он много лет трудился заместителем начальника Гагарского рейдпорта, директором туристической базы автокемпинга. Ушел из жизни в 2002 году. Директор Государственного музея боевой славы имени Владислава Арзенба Мзея Бея лично знала героя. Она несколько лет жила по соседству с Ражденом Михайловичем и его семьей. Он каждое утро ждал меня, Ражден Михайлович, отвозя своего сына в школу, он поджидал меня, чтобы меня тоже повезти. Я то и дело стеснялась, то пыталась раньше пройти, то пыталась опоздать. Вот когда я опаздывала, он с заведенной машиной, с сыном уже в машине готовый, он меня поджидал. Участники памятного мероприятия посетили Гагарскую вторую среднюю школу, осмотрели школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Школьники подготовили композицию «Алатской трагедии». Эта школа с гордостью носит имя своего выпускника Раждена Барцыц. И спустя годы сегодня здесь получают знания и правнучки героя. Мой прадедушка родился 15 декабря 1923 года в городе Гагре в семье участника Абхазской сотни кавалера Георгиевского креста 3-й степени Михи Барцыц. Основная часть мероприятия прошла в Гагарской первой школе. Заместитель директора Музея боевой славы, историк Николай Медвенский прочитал лекцию о боевом пути Раждена Барцыц. Затем была проведена блиц-викторина на тему Абхазии в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии. Также школьники ответили на тематические вопросы. От Государственного музея боевой славы, представительства Россотрудничества в Абхазии учащиеся получили в дар книги по истории Абхазии и России. Шазина Ханагуа, Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Детский хореографический ансамбль «Афортын» завоевал гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Министерства просвещения. Всего в фестивале, кроме ансамблей из Абхазии, участвовали 60 ансамблей из регионов Российской Федерации. В первом туре конкурса «Афортын» представил номер «Аураща» и «Аварский танец». Во втором туре – народный абхазский танец.
Абхазский тяжелоатлет Элкан Гвазава занял первое место на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Александра Курынова, который проходит в Республике Татарстан с 14 по 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Госкомспорта. В соревнованиях принимают участие спортсмены из России и Беларуси. Чемпион России, обладатель Кубка России, рекордсмен России Элкан Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова. Распоряжением главы администрации Сухума Беслана Эшба создана рабочая группа по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в столице. Отделу по организации мероприятий и рекламы администрации в срок до 20 декабря поручено обеспечить праздничное новогоднее оформление города. Департаменту экономического развития поручено оказать содействие в организации и предоставлении услуг общественного питания на площади Свободы с 19 декабря по 15 января. Департаменту ЖКХ поручено подготовить площадки для установки общегородской новогодней елки и проведения городских мероприятий, обеспечить дополнительное освещение площади Свободы и организовать световое праздничное оформление улиц города, организовать работу по установке новогодних елок в микрорайонах города Сухум. Управлением культуры, образования и по делам молодежи и спорта поручено обеспечить проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 17 и 18 декабря на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.